Все эти 11 лет они блистали на олимпиадах, получали пятерки на уроках и уверенно шли к своей самой заветной цели. Собравшись здесь, отличники по праву заслужили свои золотые медали. Несмотря на возрастающие требования в системе образования в Ингушетии, количество золотых медалистов остается на высоком уровне. В этом году их больше 160. Каждому выпускнику в этом зале есть чем гордиться. Многие проявили себя на престижных конкурсах, в интеллектуальных соревнованиях, волонтерском движении и не только. Для собравшихся в зале выступают творческие коллективы школ республики. Буквы разные писать, вычитать, умножать, а еще быть сильными, идти к своей цели и вершине знания. За 11 лет мотивировали и учителя, и родители. А сегодня всех, кто был рядом с медалистами, благодарит глава республики Махмуд Али Калиматов. Руководитель региона отмечает, что все собравшиеся гордость республики. Теперь важно держать высокую планку и дальше. Сегодняшний день вы вступаете в действительности во взрослую жизнь. Вступаете с тем багажом, труд, который вложен в эту медаль. Ваш труд. Потому что, какая-то часть, может быть, половина мамам, может быть, папам некоторым, но уже учителям 100%. Учителям 100%. Потому что они старались с 1 класса по сегодняшний день вкладывать в вас все, что они знают. И не только знания, но и душу свою. Чтобы у вас формировалось мировоззрение, мироощущение, которое сегодня важно. Много событий проходит в нашей стране, в мире. Поэтому формат, алгоритм прошлый, он меняется. Мир меняется очень серьезно сегодня. Мы на пороге таких великих событий, укрепления нашей государственности. Вы взрослые, вы идете, выбираете профессию, наверное, уже определились, куда вы пойдете. Только наша дружба, наша солидарность со всеми может нас спасти. Бартби, Бартхалбез, независимо от чего-либо. Единственное, когда мы едины, мы непобедимы. Это тоже вы должны сегодня нести. Вы пойдете в большую жизнь. Я сегодня, знаете, настолько обрадовался и тем последующим после вас, вот сейчас танцевали, номера были, прям умиление какое-то, такие милые лица, люди, девочки, мальчики. Это же тоже будущее, это тоже подрастающие. А вы пример для них. Нам сегодня, нужны юристы, обязательно филологи, обязательно химики, но нам нужны еще физики, математики, такие, знаете, серьезные, точные науки, потому что страна нуждается в этом, в целом страна. Айтичное направление, оно очень важно сегодня. Я настолько рад, что у нас такие светлые, добрые люди. В целом и выпускники сегодня. Вы знаете, какой путь сегодня? Кажется вам, что вы очень долго учили что-то. Но вы знаете, мне уже 7-й десяток, я вспоминаю своих учителей. Я их помню по именам, особенно литературу, русский, я помню Васикову Клавдию Сергеевну, которая мне дала великолепные знания, которые мне позволили в последующем писать, учить, сдавать экзамены, университет оканчивать, история. Вот. Поэтому я думаю, что каждый из вас в душе будет вспоминать учителей своих, первых учителей. Они формировали вас. И вот тот самый момент, когда выпускникам заслуженные золотые медали вручает глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов и министр образования и науки Ингушетии Асет Бокова. У многих медалистов высокие баллы на ЕГЭ. Это еще одно подтверждение накопленных знаний. Амбициозные, талантливые и умные. Динара Богатырева поступает в Московский государственный университет. Медаль особенно дорога. Сегодня сбылась не только ее мечта, но и дедушки, который всегда верил в ее силы. Я держу золотую медаль в руках и горжусь в первую очередь своими родителями, которые поддерживали меня, а потом только
только собой. Историю общества сдала на 98 общества, 96 русский, историю 96 тоже. И дал Эндель, поступаю в МГУ московский. И не сложно было, если нужен совет выпускникам, то вообще не сложно было, главное учиться. Золотая медаль открывает дополнительные двери и при поступлении. Многие вузы дают определенные баллы при ее наличии. Это тоже радует медалистов. Многие уже выбрали вузы, определились будущие профессии, традиционно идут в медицину, юриспруденцию, психологию и не только. Безмерно счастлива, что я закончила школу в Ингушетии. Я закончила школу экстерном, поэтому у меня все-таки 10 лет, а не 11. Но они прошли очень весело, и я уверена, что я буду вспоминать их всю жизнь. Считаю, что медаль получить не тяжело, если быть прилежным, если вовремя выполнять все задания, учить уроки. И, в принципе, я считаю, что это того стоит, чтобы находиться тут и быть награжденным самим президентом Республики Ингушетия. Хочу сказать, что я очень благодарна учителям третьей школы нашей, были Исуповне, Хаде Магомедовне, Марине Сицеламовне, Фатиме Багаудиновне, Мадине Исаевне. Очень приятно получить сегодня медаль и встретиться со своими друзьями, которые тоже ее получили. И вот я уже наконец сдала экзамены, и у меня большие планы на будущее, так что все будет отлично. А кем мечтаешь стать? Я выбрала профессию психолога. Мне кажется, это интересно. Сегодня волнительно не только выпускникам. Эмоции переполняют и родители. Это они все эти годы поддерживали своих детей. Просто так ничего не достается в этой жизни. И труд учителей, ребенка самого наравне с этими должны трудиться и родители. Мы много труда в это вложили. Вообще не всех детей, у нас 5 детей, и все вроде бы идут хорошо. Гордитесь дочерью сегодня? Да, конечно. Я думаю, и все родители гордятся своими детьми. Такого праздника, который организовали для них сегодня, у нас в свое время не было. 32 года назад я тоже в свое время получала медаль, но это было намного скромнее. Конечно, это очень волнительно. Я очень надеюсь, что перед ними откроются новые просторы для достижений. И я надеюсь, что те трудности, которые они преодолели за эти 11 лет жизни, это пройдет недаром, что это даст свои результаты. Глава Ингушетии в завершении церемонии вручения золотых медалей отметил, что каждый должен помнить, что представляет наш регион. А республика, в свою очередь, ждет профессионалов своего дела. В сегодняшний день я хочу пожелать самого наилучшего. Берегите, пожалуйста, знания, которые вам дали. Не растратьте их. Если профессию выбрали неправильно, ничего страшного. Подготовьтесь. Ничего страшного. Перейдите в другой вуз. Но никогда нелюбимую профессию нельзя брать. Это я говорю не как указание, а то я знаю жизнь. Если вы профессию выбрали, и она к вам не по душе, сложно будет. Хотя изначально видишь, что вроде бы не то, а потом понимаешь, что это твое. Это тоже нормально. Я хочу к вам обратиться, мамы. Я хочу, чтобы каждый миг, который вы занимались и радовались их успехам, чтобы они в последующем радовали вас. Всегда. Чтобы они радовали своей учебой, своим поведением. Понимаете, мы сегодня, я не зря сказал, консолидироваться должны. Мы должны сегодня еще мощнее быть. И семья больше даст внутреннего мира, внутреннего. Имейте в виду, не забывать, откуда мы, куда мы идем и куда мы возвращаемся. Очень к педагогам хочу обратиться. Вы знаете, учителя, спасибо вам большое, потому что у нас очень подготовленные дети. И я думаю, это благодаря вам. Ну а впереди еще больше достижений и успехов. Для выпускников начинается новый этап во взрослой жизни. Многие уже отправили документы в вузы и ждут конкурсного отбора. Рина Сычоева, Магомед Аскиев. Новости 24.